Дай маме лапу. Молодец, мой сладкий. Дай другую лапу. Ай, ты умничка. Ты такой умный пес. Толя – самый малады член сям'і Демядзюк. Усяго толькі 1,5 года. Сюды ён трапіў выпадкова, падабралі амаль што пасярод трасы. З ім было яшчэ некалькі шчанюкоў, тых забралі на выхаванне ў іншыя сем'і. Акрамя сабакі ў кватэры жывуць яшчэ 4 каты. 10 гадоў таму першы з іх стаў падапечным у гэтым доме. Видимо, меня как-то так воспитали, я несу какую-то ответственность за животных. То есть, если я подобрала, не пристроился котик, хорошо, ну куда я его дену? Выброшу? Нет, конечно. Таких, як Вольга Демядзюк, нямала, але яна, як і многія іншыя, лічыць, што ў новым праекце правіл утрымання хатніх жывёл і адловы безнаглядных патрэбна ўвесці пункт, які не будзе абмяжоўваць колькасць чацвералапых у кватэры. Дарэчы, зараз можна ўтрымліваць толькі 2 жывёл. Новы праект прапануе 3. Незадаволены валанцёры і абавязковым чипаваннем. Наше общество не готово к таким кардинальным мерам. Это несет финансовые затраты. Не все хозяева даже одно животное готовы чипировать. Живность, просто очень много собак, котов попадут на улицы. Нам нужно сделать обязательную кастрацию. Причем это должно быть, да, волонтеры волонтерами, но должна быть помощь со стороны государства. То есть давайте делать какую-то льготную кастрацию, чтобы вот таким способом уменьшать численность. Эти правила прогрессивные по сравнению с теми, которые были 19 лет тому назад, однако принятие некоторых положений ставит под угрозу добросовестных людей, добросовестных хозяев животных, у которых их будет сверхограниченного количества. В стране огромное количество людей, которые не могли пройти мимо животных, которые находились на улице в бедственном положении. Они их забрали домой, вылечили, привели их в нормальное состояние, привили, стерилизовали. И при ограничении количества у них возникнет вопрос, что делать со своими питомцами, куда их деть. Пакінуць нельга, а ў пункт адлову утрымання ад насельніцтва жывёл не прымаюць. Ды і уладкаваць сваіх братоў меншых у добрыя рукі – вялікая праблема. Таму валанцёру одно рашэнне. Нужно снять ограничения в численности и привести их к тем нормам, которые предусмотрены для частного сектора. То есть соблюдение норм проживания и соблюдение санитарных норм. Асабліва гэта тычыцца сабак, якія часам могуць перашкаджаць суседзям. Выгуливать собак нужно в наморднике и на поводке. Это правило не распространяется только на декоративные породы до 25 сантиметров. Выгуливать в определенных местах. Всего по городу Бреста 32 места для выгула домашних животных. И самое главное правило, которое должен соблюдать наши владельцы животных, не допускать загрязнений общегородских территорий. Поэтому после своего животного надо убрать. Таксама забаронена выгульваць дзецям до 18 патэнцыйна небяспечных сабак. Калі і з якімі пунктамі прымуць новы праект правіл утрымання хатніх жывёл і адлову безнаглядных, а галоўнае, ці зменіцца сітуацыя з чацвералапамі ў лепшы бок, пакажа толькі час. Ганна Бойкевіч, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брест».